Первую телевизионную новость из Абхазии мир увидел в 1990 году. Заключенные Сухумского СИЗО захватили в заложники сотрудников изолятора и выдвигали свои требования. Эта новость стала достоянием всего Советского Союза. В это время уже полным ходом шла перестройка, ломка старых методов вещания. Первый сюжет из Абхазии, который сделал журналист Руслан Хашик, показал, что в республике есть людской потенциал для передачи репортажей. Тем временем в Западной Грузии началось обострение обстановки, связанное с деятельностью Звяда Гамсахурди. Эти события начал освещать на канале Останкино журналист Кристиан Бжаня. Владея двумя языками, грузинским и мингрельским, он передавал новости из Мингрелии и Абхазии, потому что и здесь уже ощущалось противостояние. Таким образом, за 2 года до войны в Абхазии уже работали корреспонденты, передававшие новости на российские каналы. Для меня это очень первая и главная интересная работа. Вообще и по образованию, и по сути я репортер. Мне нравится с утра до вечера все эти процессы, этапы, связанные с корреспондентской, репортерской работой, доставляют удовольствие. В 1992 году образовалось российское телевидение. ВГТРК собственным корреспондентом по Абхазии становится Кристиан Бжаня и передает новости на программу «Вести». Легко было, потому что находили взаимопонимание у наших коллег. И, собственно говоря, именно наши коллеги российские, они нам как раз-таки проблем не создавали. Создавали проблемы и наши противники, которые бомбили МИД России, там, правительство Российской Федерации, чтобы запретили получать сюжеты из контролируемой законными властями территории Абхазии. Вот в этом была сложность. По окончании войны я стал задумываться, почему вот тогда вот всего не хватало. Была масса проблем, прежде всего для нас, для телевизионных журналистов, технических проблем. Масса была, и нам все равно это удавалось. Утром 14 августа 1992 года из Грузии поступила директива телефонограмма на все радиорелейные станции. Без санкций Минсвязи Грузии ни один перегон сюжетов из Абхазии не осуществлять. А в полдень того же дня все агентства передают новости о начавшейся войне в Абхазии. Тишина установилась под Сухумом на Гумистинском фронте. Противоборствующие стороны здесь соблюдали сегодня приказы о прекращении огня. Но на Восточном фронте, по данным Министерства обороны Республики Абхазия, командование грузинских войск еще не добилось выполнения своего же приказа. За истекшие сутки из артиллерийских систем не раз обстреливали села Чемчирского района. Несмотря на это, вооруженные силы Абхазии не открывали ответного огня. Сегодня в Гудауту прибыл личный представитель генерального секретаря ООН Эдвард Брунер. На встрече председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенба подробно проинформировал представителя генерального секретаря ООН о положении в Абхазии и видении руководства Абхазии о путях мирного разрешения вооруженного конфликта. При этом глава парламента Абхазии заявил, что сегодня вслед за прекращением огня грузинская сторона должна приступить к немедленному выводу грузинских войск с территории Абхазии. И все же в первые дни войны шла однобокая информация. Старались грузинские корреспонденты. Нужно было технически наладить перегоны видеоматериалов из Гудауты на Москву. Техники абхазского телевидения проявили находчивость и смекалку, решив все коммуникационные вопросы. На первом этапе и потом, особенно в условиях войны, каждый перегон он давался очень сложно. Наряду со съемками, с монтажами, вот, практически перегон – это расстояние. Нам надо было, вот, если первые дни мы с магнитофоном поднимались на Сухумскую вышку, оттуда происходил процесс перегона на Останкино. А во время войны каждый перегон – это в день по 2 раза, иногда даже по 3 раза. Мы из Гудаута ехали на Пицунду, и с Пицунской вышки мы практически осуществляли все эти наши телевизионные перегоны. К нашему большому счастью, если я не представляю, что было бы в плане информационного освещения всех тех событий, которые
происходили в те годы, если у нас не было бы на нашей территории контролируемой тогда, вот в первой половине, первые 2-3 месяца, если не было бы Пицунской вышки. К лету 1993 года техники абхазского телевидения довели кабель до самого высотного здания Гудауты, и перегоны на Москву осуществлялись уже из студии. 28 мая – День пограничных войск. Праздник, принятый в бывшем Советском Союзе, но отмечаемый и в российской армии. За этими воротами один из российских погранотрядов, дислоцированных в Абхазии. Тихая застава, пожалуй, так можно назвать ее, несмотря на то, что здесь идет война. 4 десятка русских ребят, начальство с оставшимися семьями, и это сторожевой пес. Все как в мирное время. Наша функция пока обеспечить безопасность границ союзных республик на территории тех, которых мы дислоцированы. В этот день женщины трудились на огородах, а хлопцы гоняли мяч. Тем временем на Восточном фронте Абхазии шли бои. В районе Сухума отряды Шеварднадзе вели укрепительные работы своих позиций. Из Украины перебрасываются наемники, чье присутствие объясняется миротворческим вмешательством. Во время войны новости из Абхазии шли на все телеканалы и агентства. На радио «Свободу» в 1993 году их начинает передавать журналист Зураб Аргун. Вы же помните, у нас где-то более полугода не было связи с внешним миром. Тбилиси требовал, чтобы связь была через Грузию, а мы, естественно, на это не могли соглашаться, и не было связи. Вот репортажи на радио «Свобода» я передавал по телефону. В очередной раз меня пригласили в Московское бюро «Радио Свобода». И так получилось, что там меня познакомили, тогда он был шеф-редактором Московского бюро «Радио Свобода» с Авиком Шустером. Он мне говорит: вот во время войны вы работали очень активно, а почему после войны очень мало материалов из Абхазии вы даете? Абхазия — это стратегический регион, и нам интересно знать, что там происходит. Насколько важны были новости из Абхазии, подтверждает один случай. В конце войны, когда Шеварднадзе утверждал, что никуда не уйдет из Сухума и вообще скоро придет подкрепление, распространилась новость, что русские тайно вывезли его на корабле. Об этом сообщил журналисту радио «Свобода» Зурабу Аргун пресс-секретарь министра обороны Валерий Гумба. Россия начала применять к Абхазии, к абхазской стороне санкции и приостановила подачу электроэнергии. А это происходило где-то часов в 9 или полдесятого вечером, уже было темно. Темень кромешная была, и пришлось писать это в темноте, потому что свечки закончились. Ну, не было никакого осветительного прибора. И в уме пришлось это сочинять, все как бы, что там. Я же знал, что я раньше какой репортаж передал, куда они могут его приклеить, продолжение. И надиктовал им. Первый раз мне приходилось вот в темноте сочинять репортаж и передавать его. А потом же, после окончания войны, те люди, которые слушали радио «Свобода», они мне сказали, что вот сообщение о том, что Шеварднадзе покинул Сухум, это было как, ну вот, как гром среди ясного неба для грузинского населения и для грузинских солдат, потому что они тоже слушали радио «Свобода». После этого сообщения у них началась потихоньку паника, и они стали как бы покидать позиции, и даже мирное население, да, они тоже как бы все уже собирали чемоданы. Во время войны много интересного вспоминают наши журналисты, что называется и смех, и грех. Нечто подобное вспомнил Крестьян, когда случайно поймал и записал эфир так называемого сухумского телевидения. Я смотрел программу оккупационного телевидения из Сухума. Сигнал был очень некачественный, плохой, и я параллельно и записывал. И выступал печально известный всем жителям Абхазии Сосу Ахалая. Он тогда исполнял обязанности начальника военной полиции грузинской оккупационной. Личность достаточно известная, неординарная, с тяжелым прошлым. Вот. У него были проблемы с неадекватной жестикуляцией. Вот.
И выступая по телевидению, по сухумскому их телевидению, он рассказывал о том, как хорошо живется в оккупационной зоне, значит, абхазам, этническим абхазам. Вот. И обращаясь, вероятно, к тем, кто не успел в Гудауту перебраться, то есть выйти из этой зоны, он сказал, говорит, если у кого-то из вас есть проблемы, то мы их решим. И приложил палец к виску. Вот. Я его в тот же день перегнал, в тот же день буквально наши ребята отвезли на Пицунду и по релейной станции, передали в Москву. И этот сюжет шел буквально в течение всех суток подряд. Этот же сюжет попадал во многие аналитические программы, которые готовили непосредственно сами московские журналисты, вот, комментируя грузино-абхазский военный конфликт. В нашей войне были победы и поражения. Нужно было освещать и то, и другое. Можно представить себе, как это сложно на самом деле, абстрагируясь, без оценочных элементов, без эмоций, рассказать о потерях и поражениях. Конечно, было трудно, например, во время мартовской операции. С утра передавали более с оптимизмом репортажи о начале боевой операции. Но во второй половине дня пошла такая копная правда, реальность. И мы должны были говорить о ситуации, которая сложилась на фронтах, и что наши вооруженные силы вынуждены были отступать, и отступать тоже неудачно. Многие батальоны, взвода оставались на правой стороне, гумисты. Это все нужно было говорить. И это было очень сложно. Когда тебя, скажем, условно, не из Москвы в Ирак отправили освещать события там, военные, а когда ты живешь, и это все происходит на твоей родине, в твоем отечестве, психологически чрезвычайно сложно. Потому что я эти провалы воспринимал не как журналист, а как абхаз прежде всего. И в этом смысле было очень сложно. Сложно было самому себе признаться, что эта операция захлебнулась, что она не имела результативности. Я даже помню, когда в 1998 году мы снимали крупный теракт в Гальском районе. И во время съемок на площадке я брал интервью у заместителя министра внутренних дел. Когда я спросил, кто же пострадал, он в числе пострадавших назвал моего близкого друга, но при этом оставить съемки, забыть монтаж, уйти в больницу, попытаться помочь. Я не имел права, я поехал на монтаж, быстро перегнался, потом только вернулся в больницу. Вот наступает здесь чисто человеческие и профессиональные дела, и вот приходится выбирать. Но долг есть долг, надо это делать. События грузино-абхазской войны освещали и российские журналисты. Кстати, о поездке в командировку в Абхазию мечтали многие российские корреспонденты. В редакции Первого канала была живая очередь. А в Грузию ездил один корреспондент – Джафаров. И этот факт многое объясняет. Правдивую информацию из Абхазии давали Вадим Фифилов, Владимир Лусканов, Сергей Покрышкин, Светлана Беклемищева. Из Абхазии она шла как раз более объективная, чем по сравнению с грузинской. Потому что они такие измышления придумывали, и у них там, видимо, сидели кое-где свои люди, эта информация проходила. Особенно вот возмутительные вот эти вымышленные всякие события, типа там на Гагарском стадионе якобы абхазцы там играли в футбол головами, отрезанными головами грузин. Но это же не было, это же все знают. Однако им это удалось. После войны новости из Абхазии стали реже появляться на российских телеканалах.
Однако майские события 1998 года, а затем и октябрьские события из Кадурского ущелья вновь вызвали внимание к Абхазии со стороны мирового сообщества. Эти события на московском телеканале ТВ-центр освещали ваш покорный слуга и оператор Давид Авицба. Если ты снимаешь сюжет для новостей российских телеканалов, ты поставлен немного в сжатые условия. Надо максимально быстро попасть на съемочную площадку, снять там материал, и этот материал должен соответствовать сегодняшним требованиям, которые достаточно строги на сегодняшний день. Снять материал, успеть вернуться на телестудию до начала перегона и успеть сделать этот перегон. Если какой-то из этапов, допустим, не получается, значит, ты уже не можешь передать сюжет сегодня, а завтра этот сюжет уже, как правило, никому не нужен. Приграничное село на Бакеве Гальского района, которое находится на левом берегу реки Ингур, является зоной безопасности. И вот уже второй раз за последнюю неделю становится ареной проведения террористических актов. Здесь находятся посты российских миротворческих коллективных сил и патрулируют сотрудники абхазской милиции. Сначала взрыв прогремел на центральной проселочной дороге. На противотанковой мине подорвался ЗИЛ-130, перевозивший сотрудников абхазской милиции. Они возвращались со смены. В результате подрыва были тяжело ранены 2 абхазских милиционера. 2 сотрудников абхазской милиции Заур Пиле и Ливан Эланузян тяжело ранены и доставлены в Сухумскую республиканскую больницу. Они находятся в реанимации. Все эти теракты проходят на фоне срыва грузино-абхазского переговорного процесса. Вину за срыв встречи абхазского и грузинского президентов Владислав Арзынба возложил на грузинскую сторону, которая искусственно сдерживает решение проблемы возвращения людей и улучшения жизни населения Абхазии. Манана Кокускир, Давид Авицба из Абхазии специально для ТВ-центра. На протяжении всего процесса изготовления новостейного сюжета работают многие люди, и корреспонденты, и монтажеры, и техники. Но, наверное, никто так не рискует своей жизнью, как операторы, снимая выигрышные кадры буквально на передовой. Во время войны это делали Гарик Аристов, Анзор Арчелия, Астамур Сацба, Ахракаба, Мизан Ломиев. Точек, и когда будешь ждать вертушки, будешь курить. Если спрашивают, ты мне вот так отвечай. Военное Я телевидение. аккредитован. Да. Покажите. У Игоря Коношенкова документы. Никакие. Ну, так Я его задержу. Нет. Игорь Николаевич, я вас просто прошу. Не из-за того. Я не будет с большим- никто здесь задержан. Ради Бога, я уйду. Я ради вашего уважения уйду. Они Малабар. снимают вывод. Пойдем. Не- Не наглейте. Я еще раз прошу. Вы прекратите на минуту. Никто не наглеет. Ну, они снимают даже они снимают вывод. Когда ты целый день проводишь на съемочной площадке, снимаешь материал и потом успешно перегоняешь его в Москву, и вечером видишь этот материал в эфире какого-то российского телеканала, ты понимаешь, что ты не зря провел свой рабочий день, и российские зрители, и наши зрители могут видеть, допустим, информацию не только с одной стороны, но и с нашей стороны тоже. Многие наверняка заметили, что в последнее время Абхазия все реже и реже появляется в новостях российских каналов. Ситуация изменилась, оперативной информационной необходимости в новостях из Абхазии уже нет. Изменилась концепция, политика вещания. Их интересует только событийная информация. Вот пусть это кощунственно будет звучать, но, скажем, вдруг взорвали где-то в Абхазии мост, это будет целый день по всем каналам российским будет показываться.
А вот, скажем, что-то нам удалось решить, там, скажем, полезное для общества, для страны, это уже их не интересует. Конечно, хочется снимать хорошие репортажи, праздничные, репортажи там, с абхазским колоритом, связанные с народными делами, с этнографическими делами, с другими событиями. Но наша жизнь сегодня... Мы когда пришли в журналистику, здесь происходили такие события. Пусть нас не показывают на федеральных российских каналах, пусть о нас говорят меньше. Может быть, оно и лучше. Может быть, на самом деле у нас теперь реже стали происходить какие-либо эксцессы. Может быть, мы на самом деле научились постепенно жить мирно в мире. Может быть, мы делаем уже первые шаги к созиданию. И, может быть, поэтому потеряли интерес. Ну и замечательно. И все же не политические, мирные сюжеты из Абхазии находят своего российского зрителя. Вот уже более 6 лет на канале ОРТ в программе «Доброе утро» работает специальный корреспондент из Абхазии Роман Лабия. В Сухумском обезьяньем питомнике настали нелегкие дни. А что вы хотите, говорят сотрудники питомника. Обезьянам надо и друг перед другом успеть покрасоваться, и перед гостями пощеголять новошерсткой. На дворе весна, и не знаешь, что хуже. Когда соседка по клетке дружка отбивает, или перед видеокамерой предстанешь не в том ракурсе. Так что ко многочисленным заботам директора питомника добавилась еще одна, чувственная. Чувство их усиливается, тяжело с ними работать, но руководство и сотрудники это понимают, идем им на уступки. Эко-Буцикирия 2 раза в неделю приводит в питомник свою подопечную, обезьянку Сару. 2 года назад мама Сары умерла от почечной недостаточности. Девушке пришлось взять детенышек к себе домой. Сейчас Саре 2,5 года. Как говорится, самое время влюбиться. Но мохнатая Джульетта и глазом не ведет в сторону местных горячих питомниковских парней. Сердце ее с недавних пор покорил самый человечный из всех приматов, он же известный шоумен Ларик. Саре очень нравится появление на экране Ларика, и она в этот момент пытается потрогать его и пообщаться. Я хочу, чтобы люди, которые смотрят мои сюжеты, побыстрее забыли о том, что Абхазия конфликтная зона. И вспомнили о том, что здесь отдыхают, здесь приезжают гости, здесь красиво, здесь тепло, здесь море, солнце, горы. Самое главное, чтобы забыли, что здесь была война. Мы, чтобы не забыли, а люди, чтобы, знаешь, что в первую очередь это зона отдыха, а не конфликтная зона. В прошлом году сюжет романа об Афоне и белых лебедях назван директором канала Ларисой Кривцовой лучшим сюжетом недели на ОРТ. Когда звонят тебе из Москвы и говорят, а что у вас хорошего? А не то, что как некоторые информационщики, редактора из Москвы, знаете, говорят, а жертвы у вас есть, это страшная вещь. Я не завидую моим коллегам, которые работают на информацию, потому что есть жесткие правила жанра, жесткие правила работы. А у меня доброе утро, я должен нести добро, мои слушатели должны нести добро. Меня это очень устраивает, и спасибо, что такая программа в принципе есть. Новости из Абхазии для телеканала ТВ6 и Нарейтер передает Эмма Ходжава, а на ростовский интернет-канал Дон ТР вещает Эсма Джикерба. Телезрителю может показаться, что новость, прозвучавшая в эфире на несколько секунд, делается легко и просто. Но пусть вас не обманет эта иллюзия легкости. Минутный сюжет – это коллективный труд многих творческих людей. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, потому что, еще раз повторюсь, никогда ни Кристиан Вжания, ни Руслан Хашиг, ни кто-либо другой один никогда бы не сделал то, что было сделано. Это усилия многих и многих людей, наших сотрудников, и прежде всего, особенно в военный период, это техническая служба. Как и на фронтах, так и в информационном поле кое-что было достигнуто. И, естественно, на фронтах результат явно виден, там можно это конкретизировать 30 сентябрем, а наша работа так просчитать невозможно и взвесить тоже невозможно, но без
информационного освещения, общей атмосферы, которая складывалась в Абхазии, я думаю, что нельзя было бы достичь. Самую большую оценку информационной деятельности телевидения Абхазии дал сам Шеварднадзе, признав, что информационную войну Грузия проиграла.